Идентификация крупного рогатого скота и лошадей – процесс бесконечный. С появлением молодняка вся информация о каждом закладывается в компьютер. Например, на территории Новопокровского аильного округа и Сокотинского района ветеринары в этом году намерены полностью завершить чипирование лошадей. Аскар Шиитов, житель села Зарюджон, после службы в армии решил помогать своему отцу вести хозяйство. Поступив на заочное отделение престижного университета, он все силы отдает развитию домашнего животноводства. Үйдө деген 6 үй боласы бар. Аларга болгон чип бирка басылып бүттү. Мы содержим несколько коров молочного направления. В эти дни проводим чипирование лошадей. Есть в хозяйстве и другая живность. Каждый год появляется приплод. Мы понимаем с отцом, что идентификация необходима не только для тех, кто покупает живность, но и для того, чтобы осуществлять полный контроль за здоровьем скота. В прошлом и новом году ветеринары Новопокровского аильного округа приложили немало усилий, чтобы каждый фермер понял важность процесса идентификации животных. 100% уже кирип өткөн уйлардыкы, жылкылардыкы баштадык. Мы завершили на 100% идентификацию крупного рогатого скота на нашей территории, но появляется молодняк, и мы сразу их ставим на учет. И если кто покупает скот, также фиксируем этот факт на компьютере. Можно сказать, мы можем определить, кто и где продавал корову или лошадь. Сокотинский район несколько лет тому назад был пилотом по проекту идентификации крупного рогатого скота. Для этих целей было выделено из госбюджета несколько сот миллионов сомов. Помощь оказала и российская сторона. По крупному рогатому скоту в Сокотинском районе идентификация проходит 100%. По району у нас числится, по статистическим данным, 12 тысяч, 9 голов лошадей. На данный момент, мы провели 18 айлық и города Кант, это 3300 лошадей, это составляет где-то 27% от общего числа. Но процесс идет. Все мероприятия по идентификации животных по всей республике нацелены на наведение порядка в системе животноводства. И, конечно, одна из главных целей проводимой работы – обеспечить продовольственную безопасность на территории страны. Усен Кульбаев, Нуркамиль Асанов, Алатуа 24.